Мечтаете о сумках, которые бы идеально подходили к любому наряду? Моя подруга, рукодельница Олечка Волкова, утверждает, что достаточно иметь одну универсальную сумку. Какую именно, она расскажет прямо сейчас. Встречайте. Здравствуй, моя дорогая. Разве может одна и та же сумка подходить ко всей одежде? К повседневной и к вечернему платью? Тут, несомненно, есть секрет. Для начала я приготовила для тебя мини-показ мод. Ой, я люблю такое, и наши гости тоже. Я пригласила девушек. Это обычные женщины, которые будут так, как они одеваются днем, вечером на прогулке, либо в ресторан. И хотела бы посмотреть и затем задать тебе некий вопрос. Какой ты узнаешь после того, как посмотришь показ. Встречаем. Как ты считаешь, сколько сумок только что тебе довелось посмотреть? 4 сумки, 2 клатча и 2 больших сумки. Данька, в этом и заключается главный секрет. Это одна и та же модель сумки, Да ты которую можно немножечко перевоплощать. Этот вариант нам подходит идеально. Шьется достаточно легко и просто. Самое главное в идее, как сделать так, чтобы торбочка трансформировалась в клатч. Итак, для этого необходимо для начала пошить полноценную сумочку-торбу. Для этого мы берем ткань. Желательно, чтобы это была достаточно плотная ткань. Это может быть кожа, кожзам, вельвет, велюр. Я выбрала такую вот ткань для гордин, что очень нам облегчает поиск ткани, так как действительно можно использовать старую скатерть, либо гордины, если они плотные, хорошего качества. Это отрезок 30 на 80. Как раз это и будет величина нашей сумки. Мы будем сворачивать его пополам, и вот такая вот торбочка у нас будет получаться. Небольшой отрезок, который у нас дополнительный, у нас пойдет на шлейки и на внутреннюю часть. Он нам тоже пригодится. Да. Следующий момент, который мы будем делать, это прозрачный карман. С помощью такого кармана вы можете трансформировать свою сумку и делать ее разнообразной. Пластик. Мы не выбираем файлик, потому что файл рвется под ниткой с иголкой, и он мнется чаще всего. Нам необходим плотный пластик. В магазине ткани можно купить на метраж скатерти прозрачные. Они достаточно плотненькие, подойдет нам такая основа. Есть еще папки с прозрачной первой страничкой. Да. То есть это не файлик, там первая страничка достаточно плотная. А размер? А4. Пластик должен хорошо гнуться, потому что мы понимаем, что сумочка наша будет сворачиваться. Я оставила небольшой вот край для того, чтобы продемонстрировать, как режется пластик. Обыкновенными ножницами делается это все легко и просто. Мы вырезаем А4. Вот мы вырезали, и теперь необходимо пришить. Размещаем посерединке нашей ткани. У нас будет небольшое дно, и здесь по верхней части будет еще тоже шов, где будут ручки. Теперь нам необходимо пришить. Пришивать пластик, наверное, нелегко. Иголкой проткнуть его нет никакого труда. Можно это делать и на швейной машинке, можно делать это вручную. Единственное, что для того, чтобы пластик не ездил по ткани, необходимо его немножко зафиксировать скотчем. Если мы будем фиксировать булавочками, соответственно, останутся отверстия на пластике. Просто вот так вот можем аккуратненько зафиксировать. А нельзя его просто приклеить вместо того, чтобы пришивать? Так как необходимо будет пользоваться этим кармашком, мы постоянно будем вкладывать, выкладывать разные элементы. Лучше, конечно, не клеить, а пришивать. Как у тебя возникла эта идея? Это идея одного испанского блогера. Это девушка, которая занимается исключительно сумками, подает невероятные иногда идеи, действительно она креативная. И однажды, когда мы путешествовали с мужем и с Ванькой по Испании, мы были в Барселоне, и, конечно же, мой Ванька, который сейчас уже очень сильно настроился на футбол, первое, что хочет, я хочу в стадион. Они с мужем собираются, идут на экскурсию на стадион, а я понимаю, что мне достаточно скучно будет. Я не хочу, говорю, я пойду посижу в кафешке и вас подожду. Оказалось, что это фэшн-кафе, где очень много журналов с картинками. Я настолько увлеклась их дизайном, и вот эта сумка, которую я увидела в одной из статей, она действительно меня покорила. Мне кажется, что настолько просто и настолько интересно выглядит. Прошиваем мы швом назад иголка. Если вы используете швейную машинку, то обязательно подложите что-нибудь, например, газету под нее, чтобы не ездила нижняя часть, панель швейной машинки, и удобно было шить. Я уже подготовила прошитый карманчик. Обязательно сверху, конечно же, оставляем не пришитым его, чтобы можно было что-то положить. Следующий момент заключается в магнитиках. Для того, чтобы торбочку превратить в клатч, желательно ее, конечно, зафиксировать пополам. Я использую обыкновенные магниты. Это два элемента, с обратной стороны которых есть рожки. За
за счет которых они как раз и цепляются за ткань. Для того, чтобы зафиксировать их на ткани, для начала размечаем, где будут располагаться магниты. Они должны четко стоять посерединке, по 3 сантиметра от одного края и 3 сантиметра от другого. Затем сделать 2 небольших надреза, отверстия. Я делаю это обычно маникюрными ножницами, они очень тоненькие, аккуратные, и легко ими прорезать ткань. Раз и два. Теперь на верхней стороне сумочки, там, где у нас будут шлейки, мы ставим выпуклую часть, там, где есть вот такая вот выпуклая основа, переворачиваем наизнанку и ставим вот такую вот плоскую деталь. Она фиксирует магнитик с обратной стороны для того, чтобы он не вырывал ткань. Да. Вот таким образом выглядит магнит. Аккуратно и довольно просто. И с обратной стороны мы делаем то же самое. Обязательно сразу проверяем, чтобы магнитики были ровные друг напротив дружки, потому что затем уже исправить это будет сложнее. То есть это только на одной стороне должно быть? Конечно, да. Переворачиваем. Раньше кнопочки использовались на кнопках. Можно действительно сделать пришивные кнопки, но они смотрятся не очень аккуратно, видно там, где пришиваются. А так как эта часть у нас будет видна, это обратная часть сумки, но она никуда не прячется, это не изнанка, то, соответственно, лучше, конечно, чтобы выглядело это все достаточно аккуратненько. Следующий этап. Мы выворачиваем наши 2 части лицом внутрь, и по изнанке мы будем прошивать. Прошиваем боковые части с одной и с другой стороны, формируя уже непосредственно сумочку. Я уже не могу поверить, что все оказалось так просто. Практически. Я сейчас шью, возможно, не очень видно стежки. Это недостаточно хорошо для того, чтобы показать это как пример, но зато швы минимально заметны. В носке это очень удобно. Выгодная ткань, она скрывает все погрешности шитья. Назад иголкой, наш любимый шов. Иногда мы делаем небольшой отступ по полсантиметра для шва. Я сделала чуть больше сантиметра, потому что, как ты видишь, ткань немножко сатается. Для того, чтобы не соскочила нитка, лучше сделать побольше отступления. И теперь нам необходимо еще сделать небольшую боковую часть. Не будем ее пришивать отдельно, мы будем ее делать за счет защипа. Как это делается? Мы берем нижний уголок и с 2 сторон от угла тянем в разные стороны. Получается вот такой вот бортик. То есть мы сформируем одновременно и дно, и боковину, да? Да, абсолютно верно. С одной и с другой стороны мы делаем вот такие вот защипы. Прям одним движением, Оля, как шикарно. Так чук, и уже объем появился. Делаем это с одной и с другой стороны. Можем сначала приколоть булавочками. Главное, что вот эти уголки, которые получились и с одной, и с другой стороны, были абсолютно одинаковые, чтобы ширина с одной и с другой стороны, соответственно, тоже были идентичными. Пока на этом лицевая сторона сумки у нас откладывается, мы приступаем к внутренней части. Чтобы сделать подкладку, мы тоже берем отрезок. Ширина вот такая же 30 сантиметров, а длина будет 65 сантиметров. Она меньше за счет того, что у нас будет еще и бортик. Вот таким вот образом. Он будет внутри, на этом бортике будет крепиться, во-первых, 3 магнитика. Во-вторых, я решила сделать это таким бортом, чтобы не сразу видно было подкладку. Ну, то есть достаточно аккуратненько, чтобы выглядело. Теперь нам необходимо скрепить 2 части. Подкладка основная и вот эти бортики, которые из ткани, как и лицевая сторона сумки. То есть теперь получится полная длина сумки. Да. Конечно же, я всегда люблю, чтобы было побольше карманчиков. Несмотря на то, что у нас есть внешний карман, который трансформирует сумку, хотелось бы еще и внутри. Ну, внешний-то, получается, у нас для красоты только. А внутри там уже телефон, ключи, кошелек, как минимум. Я сделала один универсальный карманчик. Он у меня будет вот по центру подкладки. У нас получается вот таким вот образом. Теперь это полная длина. Да, соответственно, вот она пополам складывается и точно так же выглядит, как и первая наша часть. И карманчик. Делается на самом деле достаточно легко. Это прямоугольник. С каждой стороны подворачиваем его. Желательно сразу проутюжить, тогда нам будет удобнее делать потом строчку. С 3 сторон мы делаем по заворотику, а с 4 стороны мы делаем 2 раза заворот. Вот так вот раз и 2 раз. Это будет верхняя часть карманчика. Соответственно, ее мы и будем вот так вот нашивать. Так и вот. Так. Размещаем тоже по центру, стараемся аккуратно все делать. После того, как мы сделаем строчку, соединим и верхний бортик, и прошьем боковые части, у нас уже внутренняя сторона будет готова. Единственный нюанс. Даника, ну ты знаешь, что я всегда обычно, когда мы делаем сумки, я говорю, оставляем буквально 5-7 сантиметров для того, чтобы можно было вывернуть. Действительно, я люблю минимально оставлять отверстия для того, чтобы потом внутренняя часть тоже была достаточно аккуратненькая. Ну. Подшил там пару стежков и все. В данном случае нам надо оставить отверстие, ну, минимум сантиметров 15. Потому что у нас есть карман из пластика. Если ткань можно зажать и протащить даже сквозь 5 сантиметров, то отрезок пластика мы просто не просунем. Это тот краешек, через который мы будем выворачивать потом сумку. И мы должны еще не забыть, что надо расположить 3 магнита на бортике. Это застежка сумки. Да. На одной стороне можем произвольно наметить, где у нас должны быть магнитики. Обратная сторона должна быть, конечно же, симметричная, чтобы потом магнитики сошлись. Точно так же прорезаем отверстие и заворачиваем. На одном покажу, и остальные мы сделаем точно так же. Ставили, перевернули,
Можно на один магнитик, но я сделала 3, так как у меня будет небольшой там секретик, как будут складываться ручки. Потому я думаю, что 3 магнита будут лучше фиксировать сумку. Ничего не будет оттуда выпадать. Да, вот так вот 3 магнитика у нас будут расположены. С другой части у нас, получается, должны быть на обратной стороне, вот этой вот, точно так же симметрично. Так а как они застегиваться будут? А оно же будет выворачиваться. Так. Вот так вот. И они окажутся тогда лицом Да, друг и к они другу. окажутся тогда лицом друг к дружке, и можно будет их застегнуть. Главное, чтобы понятно. они были симметричны. Лучше всегда перепроверять. Вот это точно. Для того, чтобы совместить одну часть с другой, нам необходимы еще шлейки. Длина шлейки для меня идеальная – это 60 сантиметров. Это как раз удобно повесить на плечо, и рука хорошо проходит, и сумка на удобной высоте. Опять же таки, это может быть ваше предпочтение, как вы хотите сделать, какой длины ручку. Возможно, вообще совершенно длинную. Итак, отрезок 60 сантиметров на 8 сантиметров. Это одна шлейка. Затем мы делаем вот такой вот подворотик. С одной стороны небольшой подгибчик, буквально полсантиметра. С другой стороны. И затем складываем пополам. А почему бы не прошить, а потом не вывернуть? Длинные толстые полосочки, они выворачиваются достаточно сложно. Потому я в данном случае делаю шов по верху. Он только будет один у нас. Если ткань достаточно плотная, этого будет достаточно для того, чтобы носить сумку. Если стрейчевая ткань где-то может потянуться, лучше внутрь вставить ленту какую-то плотную. Либо ремень для того, чтобы они были более прочными. Сворачиваем и делаем аккуратно строчечку по краю. После того, как мы сделаем шов, у нас получится вот такие вот 2 обязательно шлейки. Теперь надо собрать эту всю конструкцию. Самое интересное. Правильно надо соединить лицевую и внутреннюю часть. Итак, одна часть пластиковым карманчиком внутрь. Так. И наоборот, лицевая часть снаружи у нас. То есть лицо к лицу. Да. Соединяем. Так, пока Все все у нас сходится. должны сойтись. Теперь нам необходимо поместить наши ручки. Мы помещаем их внутрь. Расстояние должно быть тоже удобное для руки. Обычно я оставляю расстояние между шлейками порядка 12 сантиметров. 12-15. Вот Ну это и, конечно, удобно. они должны быть симметрично расположены по сумке. Абсолютно. Мы вставляем сначала одну, тоже можем фиксировать булавочками, и симметрично вторую между подкладкой и лицевой стороной, и точно так же прошиваем. Тут можем сделать уже круговой шов, также он будет спрятан, потому что выворачивать мы будем через подкладку. Чувствуется, что мы уже подбираемся. Фактически один шов остался. Да, я пока начну сшивать 2 части. Сшиваем точно так же назад иголкой. Там, где будут ручки, можно прошить несколько раз для того, чтобы было поплотнее, попрочнее. Когда мы сошьем 2 верхние части, останется только вывернуть сумку. Вот это как раз почему не стоит выбирать файлик, потому что пластик может просто помяться. А вот этот, он хорошо держит форму и не оставляет никакие загибы, заломы. Распрямили. Боковые части у нас есть. Карманчик лицевой. Аккуратненько все. Да. С обратной стороны у нас есть 2 магнитика, которые делают из сумочки кладчик. Чтобы нам не мешали шлейки, мы, соответственно, можем спрятать их внутрь. И с помощью вот 3 магнитиков они хорошо зафиксируют и шлейки между собой, и сумка не будет приоткрываться. Так, так и вот. И вот у нас уже кладчик. Ага. И снова так, вот, пожалуйста, коробочка. оба варианта. Волшебно, я хочу тебе Но сказать. это только базовые варианты. Чтобы перевоплощать сумку, мы можем использовать картинки, можем даже отрезки тканей. То есть все, что помещается в этот карман, будет менять сумку и делать ее совершенно разнообразной. Давай будем пробовать. Давай. Это может быть какой-то орнамент красивый, который можно самостоятельно распечатать. Оно будет смотреться, как будто это вышивка. Хорошее сочетание цветов, нарядно. И теперь это уже этно-торба. Я знала, что тебе понравится. И вот отрезок ткани. Это может быть любой узор. Единственное, что ткань должна быть достаточно плотной, для того, чтобы не съезжать в карманчики. Я бы сказала, что вот этот карман пластиковый – это место для воплощения фантазии. Вы можете как угодно трансформировать свою сумку, и получится 25 вариантов, 150, сколько угодно. И эта сумка никогда не наскучит, потому что фактически у вас каждый день может быть новая. И последний вариант. Если мы делаем кладчик, то, соответственно, картинку мы можем брать тоже поменьше. Сейчас давайте посмотрим, какой клад чудесный получится. Складываем, защипываем. Чудесно. Что и требовалось доказать. Дай-ка. Держи. Очень удобно. Оля, великолепная идея. Привет, YouTube! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй свои комментарии и делись им со своими друзьями и близкими людьми. А также подписывайся на наш канал, и ты будешь в курсе всего самого нового и интересного первым.